Это уже 4-е публичное слушание по поводу создания на территории Ялты Крымско-татарского культурно-этнографического центра. Идея возрождения исторического памятника культуры крымских татар возникла 3 года назад у представителей общественной организации Фонда социальной поддержки «Ялыбой. Южный берег». Первый такой толчок, первое согласие. Вроде как прошли серьезный этап. Нам в этом помогает Руслан Исмаилович и глава администрации города Ялты Ростенко. У нас есть много желающих, которые готовы нам помочь, проспонсировать это мероприятие, чтобы построить хороший культурный центр в Ялте, чтобы он был один из достопримечательностей города Ялты. На собрании для присутствующих была представлена концепция и эскизный макет будущего этноцентра. Он будет состоять из 4 зданий, как существующих, так и новых. В нем планируется разместить творческие кружки и секции для детей, концертные конференц-залы, сертифицированные эль-ал-кафе и ремесленные цеха. По кругу будут располагаться бутики, чеканщики, кожевники, кто вышивает, кто фес делает, кто платье шьет. И там же у них будет площадка для реализации своей продукции. И там же в центре будет располагаться небольшой выставочный центр. То есть кто-то хочет там выставить свои картины, кто-то хочет выставить там свою керамику. Будут предоставляться площадки для организации выставок. На территории культурно-этнографического центра также будет располагаться Крымско-татарский музей. Куда частные коллекционеры уже готовы, у нас есть согласие многих частных коллекционеров, предоставить свои музейные экспонаты для коллекции в данный музей на безвозмездной основе. Инициативу создания в Ялте такого центра поддержал и мэр города Андрей Ростенко. Он подчеркнул значимость этноцентра для сохранения исторического наследия крымско-татарского народа и для Ялты в целом. Я надеюсь, что на самом деле вот это конструктивное сотрудничество даст свои плоды и результаты. И очень хочется, честно говоря, чтобы быстрее появился такой хороший, я имею в виду востребованный именно и музей, и центр культурный. На сегодняшний день Ялта лишена площадок, где крымские татары могут обучаться декоративно-прикладному искусству, вокалу, танцам и культуре своего народа. Создание этноцентра позволит возродить забытые традиции. Когда сюда приезжают люди со всех концов света, не только с нашей большой страны, то естественно возникает вопрос, а какова же роль крымско-татарского народа, в нашем регионе? И поэтому открытие этого культурного центра, оно имеет неприходящее значение сегодня для нашего города и для Крыма. Реконструкция и строительство новых зданий этнографического центра планируется за счет средств меценатов и спонсоров, в частности при поддержке фонда и развития исламской культуры и образования. Принято историческое решение по Крымско-татарскому этнографическому культурному центру, который на протяжении 24 лет просто здание пустовало. На протяжении нескольких месяцев общественникам предстоит собрать и предоставить все необходимые документы. А сам проект планируют сдать в эксплуатацию в течение 2 лет. Айша Шулакова, Всеволод Матросов, телеканал «Миллет».